В Волжской области активно идут работы по сбору корма для скота. Вместе с тем, в нынешнем году цена на траву для животных значительно выросла. Например, в Карасуйском районе, где растения подоспели раньше, одна связка травы продается по 150 сомов. По рассказам земледельцев, растения для корма скота дали плохой урожай в этом году на багарных землях. В этом году травы намного меньше, чем в прошлом. Некоторые связывают это с холодной погодой, другие с ветреной, и из-за этого цена на корм тоже выросла. Продаем по 150 сомов связку. Эти деньги уходят на прессовку и сбор травы. Джакупбек Самудинов готовит для своего скота достаточное количество корма, а остальную траву подготавливает для продажи. Фермер связывает рост цен с малой урожайностью в этом году. Значительная часть его корма продается в Алайский район. В этом году травы меньше. В прошлом году продавал корм по 80-100 сомов за связку, а в этом по 150. Травы мало, но и цена выросла. Согласно сообщению местного представительства правительства, в настоящее время в области собрана лишь половина травы для животных. Увеличение цен на корм также влияет на рост стоимости скота. В этом году трава для корма животных была засеяна на более чем 1400 гектарах. По Волжской области в общем были засеяны травой для животных 50 687 гектаров земли. На сегодня больше чем 50% собрали урожай. Если в общей Волжской области в 2020 году необходимо 734 600 тонн корма, то на данный момент собрано более 500 тысяч тонн. Согласно нашим анализам, цены в этом году выросли в связи с малой урожайностью в горных районах. Мы предполагаем, что до осени цены снизятся. В горных районах сбор травы еще не подошел к концу. А те, кто уже собрал урожай, продают связку травы за 150 сом, клевера за 200, а связку соломы за 120 сомов. Вместе с этим поднялись цены на волокнистые зерновые культуры. Килограмм пшеницы обходится в 17-19 сомов, а ячменя в 14.